МЧС Хакатон – это интеллектуальная игра, в рамках которой участники проектным способом решают одну задачу с разных точек зрения. По словам организаторов, такая форма взаимодействия позволяет обучающимся раскрыть свои таланты и профессиональные навыки. Темой этого хакатона стала техносферная безопасность. На следующий учебный год выделено 24 бюджетных места на направление подготовки техносферная безопасность. И чтобы привлечь абитуриентов поступать к нам в университет, вот с этой целью мы, собственно говоря, и сегодня собрались, чтобы показать, чем они будут в дальнейшем заниматься после окончания университета. Один из основных организаторов хакатона – Дом научной коллаборации имени Витязевой. Ключевой центр развития детей существует уже 4-й год и регулярно проводит занятия технической и естественно-научной направленности. На 17 образовательных программах занимаются более 450 детей. Отличается центр от других структур дополнительного образования региона тем, что с ребятами школьного возраста занимаются вузовские преподаватели. Наша задача – давать современное дополнительное образование, мотивировать детей на будущую профессию в области цифровых технологий, в области естественных наук. Ну и, собственно, мы стараемся всячески для этой цели. Начался хакатон с приветственных слов от представителей МЧС региона и аварийно-спасательного отряда «Спас Коми». Специалисты познакомили участников с особенностями своей профессии и рассказали, что ждет ребят, если они пойдут дальше в выборе этого профиля. Спасатель – это прежде всего профессия по призванию. Это та профессия, которая лежит на душе у каждого человека, который стремится попасть в эту сферу. Далее ребятам необходимо было придумать название своим командам. Всего в хакатоне поучаствовали 3 образовательных учреждения Сыктывкара: СОЖ номер 31, Русская гимназия и школа номер 18. После небольшого представления друг другу команды перешли к основным заданиям. Их разделили на 3 блока: блиц, вопросы для размышления и конкурс проектов. Мне хочется новое что-то узнать. Я и так буду всю жизнь потом работать на другой профессии. Мне нужно, пока я молодая, узнавать что-то из этой сферы тоже. Конкурс проектов стал центральной частью всего хакатона. Каждой команде необходимо было разработать план по заданной ситуации и презентовать свое решение. Жюри оценивало результаты по 10 критериям, среди которых оригинальность и проработанность идеи, полезность разработки и возможность ее внедрения. Нам дана бочка, которая не должна наклоняться, и нам нужно придумать датчик, который будет регулировать ее наклон, то есть чтобы жидкость не выливалась. На протяжении всего мероприятия участников поддерживали болельщики. В том числе у всех присутствующих была возможность заработать дополнительные баллы для своих команд. Пока ребята разрабатывали проекты, зрители соревновались в блиц-опросе, создании коллажей и веревочном конкурсе. По итогам всех этапов победу в МЧС Хакатоне одержала команда «Крутые бобры» из Русской гимназии. Второе место досталось СОЖ номер 31, а третье – школе номер 18. Валерия Голубева, Полина Холодова, учебное телевидение СГУ.